День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Ледоход идет практически на всех реках Якутии. Сложная ситуация на реке Лени в Намском районе. Там подтопило 25 домов и 48 дворовых территорий. Сложная обстановка произошла на территории Графского берега. У нас там имеется защитная дамба. Качество воды в период половодья на особом контроле. Лаборатории Роспотребнадзора ежедневно отбирают пробы с различных водоемов. Их проверяют на такие показатели, как светность, мутность, pH и запах. Не за горами и лесопожарный сезон, а значит, все службы должны быть в полной готовности. В Якутию прибыл самолет-зондировщик Як-40. Мы по прогнозам ожидаем сухое лето, и это для нас опасно. Мы имеем очень горький опыт 2021 года. Кто такой Петр I? Сколько букв в русском алфавите? На эти и многие другие вопросы теперь предстоит ответить мигрантам, чтобы получить патент на работу. Расскажем, как работает эта система в Якутии. Чем же занимаются мигранты в Якутии? Они занимают прочные позиции в разных сферах, в том числе в сфере строительства, общественного питания и торговли. Весна – период обновления. Вот и в Якутске приступили к капремонту фасадов первых городских небоскребов. В предыдущие годы в доме по адресу Рославского номер 9 проводили капитальный ремонт инженерных систем. Заменили лампочки, провода и даже трубы. Нижняя кромка ледохода на реке Лени находится ниже устья реки Алдан. Ночью пик половодья прошел по территории Намского района с достижением опасных отметок и выходом воды на пойму. Утром была проведена авиаразведка, заторов на реке не обнаружено. В Намском районе действует режим ЧС, всего подтоплено 48 дворовых территорий и 25 домов. Накануне вечером на реке Вилюй в Нюрбинском районе возобновился ледоход, затор у острова Сатары ликвидирован. У села Жархан со вчерашнего дня уровень воды понизился более чем на 2 метра. На участке Харо отмечается густой ледоход, нижняя кромка проходит по Вилюйскому району, уровни воды ниже критических. На реке Яна на участок Верхоянск-Батагай отмечается разводье и незначительный спад уровня воды. На реке Индигирка на участке Уснера-Хону наблюдаются подвижки льда и разводья, незначительный рост уровня воды. На реке Колыма у поселка Зырянка отмечается спад уровня воды за сутки составил 70 сантиметров. У города Среднеколым суточный рост уровня воды составил 1,20 метра. Паводковая обстановка в Намском районе сложная. Во втором Хамустахе потоплен 21 дом и 45 дворовых территорий. Все люди отселены на вышестоящий квартал Сергелях. В селе Графский берег произошел прорыв дамбы по участкам между селом Кысыл, деревня Графский берег. Потоплено 12 дворовых территорий, в том числе 7 жилых домов. Люди расселены по родственникам. Утром прибыла оперативная группа в составе 26 человек. В данное время усиленно работают по укреплению дамбы. Сегодня ночью сложная обстановка произошла на территории Графского берега. У нас там имеется защитная дамба. По нескольким участкам прорвало. Поэтому вся сила Намского звена Якутской территориальной подсистемы там всю ночь работала. По результатам облета заторов по всей территории реки Лена, заторов не наблюдается. Также по реке Алдан такая же ситуация. Поэтому мы ожидаем и наблюдаем данную ситуацию паводковую. Далее перенесемся в Алекминский район. Там собрали расширенный КЧС. Один из главных вопросов – обеспечение жизнедеятельности сел, попавших под паводковые воды. Сложнее всего на Слегам, полностью отрезанном от районного центра. Размытые дороги, а в эти дни сильные ливни и шквальный ветер не дают возможности стабильно поставлять столь необходимые пострадавшим сельчанам. Подробности знает Елена Фаст. Уже сегодня необходимо продумать, кто и какие работы начнет выполнять, когда вода освободит села. В первую очередь в Первонерюктянинском на Слеге необходима электроэнергия. Без сообщения с селами сложно оперативно отрабатывать любые задачи. В эти дни часть полотна восстанавливается.
14 числа вода спала, и мы начали заниматься, значит, отсыпкой, градированием. Выезжаем с главой администрации Николаем Николаевичем на берег и будем смотреть, как можно отсыпать хотя бы выезд с основной дороги на боковую лесную дорогу, чтобы поставлять большими машинами груза до второго Нерюктя и до первого. Своевременно увели стадо на возвышенность кладовая Алек. Вышли из Балькея в районе Куранды. Двигаемся в сторону эвакопункта. 240 голов отогнано на эвакопункт. Также мы разместили 140 голов молодняка 2024 года тоже на территории Алекминского наслега. Все корма обеспечены полностью. У нас на территории первого Нерюктяинского наслега ферма функционировала, но 30 апреля мы заблаговременно сделали отгон скота в местность Кагнгыбаран. Это в Мальчигарском наслеге. Всего там находится у нас 97 голов. Первоочередная задача – наладить жизнеобеспечение пострадавших сел. Аварийно-восстановительные работы, они не начнутся, пока все находится в воде. Даже когда вода уйдет, нужно подождать, когда высохнет, а это опять тоже время. Поэтому до периода, а также аварийно-восстановительные работы тоже потребуется время. Соответственно, вот сейчас основная задача наладить жизнеобеспечение на этот длительный период. Этим вопросом мы и занимаемся совместно с правительством республики. Все эти вопросы обсудили на расширенном КЧС района, чтобы каждый руководитель мог грамотно координировать свои действия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Теплая одежда, продукты, шланги, помпы и нагреватели. В Доме профсоюзов со вчерашнего дня начался прием гуманитарной помощи жителям Алекминского района, которые пострадали от паводка. Первыми откликнулись депутаты Илтумена. Также активно оказывают посильную помощь землякам и родственникам члены общественной организации Алекминского района. По их словам, поселок Кылах первый раз затопило в 1967 году. Далее весеннее половодье нанесло большой ущерб в 1999 и 2001. В этом году в Кылахе затоплено более 60 домов, и на сегодняшний день уже собрали более 800 килограммов гуманитарной помощи. Отмечу, что пункт приема работает с 10 утра до 7 часов вечера. Сегодня будем все грузить на грузовики, и уже завтра, то есть сегодня направим уже в Маган, и завтра уже будет у нас вылет, направим уже гуманитарный груз непосредственно в Алекминский район. У нас гуманитарная помощь приходит и приходит, поэтому несколько рейсов, если надо будет, организуем, и все необходимое направим в Алекминский район. До окончания ледохода Управление Роспотребнадзора по республике будет проводить ежедневный отбор воды. Специалисты лаборатории проводят исследования по показателям на паразиты и вирусы. Подробности знает Вероника Таюрская. Многие горожане помнят, что раньше с приходом ледохода из кранов вместо воды текло нечто похожее на кока-колу или кофе. Времена меняются, как и меняется и процесс очистки воды с вводом нового объекта водозабора и современным технологиям. Она стала как минимум прозрачной. А специалисты теперь каждые 2 часа берут пробы речной воды до очистки и непосредственно после. Это у нас уже очищенная вода. Видели, после исходной воды мы получаем вот такую чистую кристальную воду. Чтобы вода стала кристально чистой, она преодолевает большой путь. Все начинается с насоса, поднимающего воду с притоки Лены. Он направляет ее на станции водоочистки. Следом оседают шлаки и различный мусор, после чего очищенная вода поступает в фильтры. Затем отправляется на хлорирование и обеззараживание с помощью ультрафиолета. Наша работа заключается в том, что мы анализируем воду. То есть до очистки анализ происходит, и после очистки мы уже анализируем, какая она идет до потребителей, соответствует ли она Санпину. Все пробы, а их порядка 29, доставляют в санитарно-гигиеническую лабораторию при Роспотребнадзоре. Пробы доставляются в таких бутылках объемом 0,5. Их проверяют на такие показатели, как цветность, мутность, pH и запах. Как мы видим, здесь находятся все 29 проб, и они были взяты вчера, то есть 14 мая. По итогам первого квартала текущего года из централизованных систем водоснабжения качество воды
по санитарно-химическим показателям составляет 12%, да, это доля несоответствующих проб, по микробиологическим показателям 3%. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то у нас идет незначительное улучшение. Ну, там примерно по 2% на каждый показатель приходится. Заканчивается путь воды в домах жителей города. Безусловно, стопроцентно безопасной она быть не может. Однако теперь с помощью новых технологий она соответствует всем требованиям. Вероника Таюрская, Нургун Старостин, Якутск. Не успел ледоход войти в активную фазу на большей части Якутии, республика уже начала подготовку к следующей природной опасности – лесным пожарам. В регион прибыл самолет-зондировщик Росгидромета, который будет вызывать искусственные осадки. Как устроено воздушное судно, узнавала наша съемочная группа. Вот он, гроза всех будущих лесных пожаров на территории Якутии. Отечественный Як-40 оснащен по самому последнему слову техники. На борту вместе с парой специалистов мощный компьютер, который получает и обрабатывает всю информацию с датчиков в режиме реального времени. Температуру воздуха, уровень обстрела и координаты. Як-40 – первый самолет, оснащенный отечественным оборудованием по искусственному вызову осадков. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на экспериментальной авиации, либо же на российскую авиацию крепили оборудование иностранного производства. Работы проводятся на открытых участках ландшафтной местности. Границы водосборов рек самолет обходит стороной, поскольку их дополнительное увлажнение не требуется. Оборудован определенными средствами измерения необходимых параметров атмосферы и облаков и средствами активного воздействия. Сейчас у нас на самолете 384 ствола в объеме. Вопреки разным теориям, самолет не притягивает к фюзеляжу дождевой фронт. Сначала экипаж взлетает с аэродрома и исследует небо в поисках необходимых облаков. Нужны подходящие по температуре и влажности. Как только подобные найдены, специалисты обстреливают их с помощью пиропатронов с йодистым серебром. Интересно, что для этого приходится летать прямо в тех самых облаках, которых больше всего боятся пассажиры гражданской авиации из-за тряски и зон турбулентности. Именно из-за них приходится пристегивать ремни, и именно их пилоты стараются поскорее проскочить. Ну а вот летчики-зондировщика, наоборот, такие облака ищут и летают только в них. В этих самых кассетах содержится йодид серебра. Его структура очень схожа со льдом, поэтому распыление небольшого числа вызывает начало конденсации в облаках, а затем и вызов осадков. Нескольких граммов всего лишь достаточно, чтобы из облака среднего размера вылилось до 10 тысяч тонн воды. Службе спасения выделено финансовые средства в размере 60 миллионов рублей. И мы заключили контракт с САУ, с Центральным аэрологическим обсерваторией, для проведения мероприятий по искусственному вызыванию осадков. Лесопожарный сезон открыть. Главная задача – это уменьшение класса опасности. Як-40 Росгидромета уже не один раз доказал свою эффективность. Судно работает в Якутии с 22 года, а его специалисты потушили уже десятки и сотни возгораний, которые без оперативного вмешательства с неба могли бы привести к фатальным последствиям. Прибыл самолет, который будет работать летом этого года на территории Республики Саха-Якутия. Мы по прогнозам ожидаем сухое лето, и это для нас опасно. Мы имеем очень горький опыт 2021 года, когда миллионы гектаров леса мы потеряли. Но сегодня, вот благодаря этой работе, мы надеемся, что класс опасности будет снижаться. Первые термоточки в Якутии зафиксировали еще в начале мая. Большая часть из них рукотворная. В этой связи прибытие самолета-зондировщика еще до начала сезона высокой горимости как нельзя лучше иллюстрирует русская пословица: «Вовремя копейка дороже рубля». Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Глава Якутии Айсен Николаев презентовал выставочный стенд республики на 8-м российско-китайском экспо президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Китайской Народной Республики Хань Джену.
Цитата: «Выставка знакомит гостей с многогранностью и красотой Якутии, с нашими уникальными проектами и изготавливаемой продукцией», написал в своем телеграм-канале глава региона. Отмечу, Российско-Китайское экспо включено в список основных мероприятий, которые организуют в Китае в связи с 75-летней годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Это эффективная платформа для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения контактов между регионами России и Китая. Якутия заключила соглашение о дружественных связях с провинцией Цзянси в КНР. Ключевым пунктом документа стало сохранение восточной популяции стерха, сибирского белого журавля, гнездящегося на территории Якутии и зимующего в Цзянси. Глава Якутии Айсан Николаев отметил, что первые контакты между республикой и провинцией были налажены еще в 2019 году. Подписывая соглашение о дружбе, стороны выразили также готовность способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя регионами, развивать отношения в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществлять сотрудничество в области развития инноваций, взаимодействовать в сферах образования и науки. Перейдем к другим темам. По всей республике в отделениях Центра занятости населения проходят мероприятия по трудоустройству участников СВО и членов их семей. Предприятия и организации предоставляют на выбор сотни вакансий, в том числе и те, для которых не требуется опыт. Также участникам СВО предлагают пройти обучение или переобучение на базе учреждений профессионального образования. Подробности знает Александр Хавренко. У Александра в водительских правах открыты все категории. И до отправки на специальную военную операцию он трудился в основном на промышленных предприятиях. Управлял грузовиками и тяжелой техникой. После демобилизации вернулся в Якутию и ищет работу. На ярмарке вакансий Александр нашел несколько подходящих вариантов. Желание есть. Я сам по специальности дорожный мастер, поэтому дорога Арктики заинтересовала. Потому что у меня опыт работы, с Сунтар-Автодора работал, например, с Саха-Автодора работал, водителем, там дорожным мастером. Поэтому интерес по своей специальности. То, что интересует, например, крайний север, экстремальные условия, как раз вы подошли. На ярмарке вакансий работу предлагают более 20 организаций и компаний. Тут и Росгвардия, и МФЦ, и пожарная служба, и университет. Вакансий много и есть из чего выбирать. Я прошлась, вижу, что очень много вакансий, очень таких хороших вакансий. Я так думаю, что Центр занятости в будущем как-то более-менее готов к приезду наших бойцов, наших детей. Подобные ярмарки прошли по всей республике. Организаторы попросили участников оставлять свои отзывы об организации мероприятия, чтобы в следующий раз сделать его еще более полезным и качественным. Наша задача помочь ребятам, которые возвращаются с зоны специальной военной операции, реализовать себя уже в гражданской жизни и найти тот путь, который им необходим. Мы понимаем, конечно, то, что у них закреплено право на возвращение на те рабочие места, с которых они уходили на специальную военную операцию. Но тем не менее мы видим, что не всегда остается желание по прошествии времени, и поэтому сейчас в моменте мы обязательно должны им предоставить все возможности, которые у нас есть. Помощь в устройстве на работу участников СВО и членов их семей – одно из приоритетных направлений среди мер поддержки, оказываемых в республике. В дальнейшем на подобные ярмарки планируется приглашать работодателей, готовых трудоустроить и людей с ограниченными возможностями здоровья. А в конце мая пройдет ярмарка вакансий для школьников на период летних каникул, где дети участников СВО также смогут найти себе подработку. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутии стартовал строительный сезон. Задачи и проблемы отрасли на текущий сезон обсудили на совещании с представителями строительного комплекса. Отмечается, что темпы строительства жилья сохраняются. По состоянию на 1 мая текущего года введено в эксплуатацию более 254 тысяч квадратных метров. За аналогичный период прошлого года данный показатель на 26% больше. Продолжается и строительство социальных объектов, и реализация национальных. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 76 социальных объектов. На встрече большое внимание уделили обеспечению рабочими кадрами на текущий строительный сезон.
В прошлом году довольно-таки серьезная проблема возникала в этом плане. И в текущем году мы с учетом негативных результатов прошлого года разрабатываем программу обеспечения кадрами, сделаем сейчас прогноз, оперативный прогноз обеспечения конкретных объектов кадрами на сезон 2024 года. Также мы проговорили про обеспечение материалами, основными строительными материалами. С 1 июля грядут изменения в сфере ипотечного кредитования. Заканчивается срок действия сразу двух популярных программ – льготная ипотека для новостроек и семейная ипотека. Повышается также и ставка по дальневосточной. В изменениях разбиралась Вероника Таюрская. Петр Оконешников в 2022 году совместно с супругой задумался о приобретении участка для строительства нового дома. Подходящее место нашлось в новом квартале поселка Хатасы. Осталось дело за малым. Необходимы финансы для строительства дома. Так на помощь пришла дальневосточная ипотека со ставкой от 0,6 до 1,5% годовых. Получилось так, что у нас по возрасту это страховка не получается. И поэтому у нас процент выросло до 2,6. Но это все равно лучше, чем 17 или 14 процентов, конечно. И мы решили взять ипотеку. С помощью риэлторского агентства нашли строительную фирму. И уже в ноябре 2022 года Петр Оконешников взял ипотеку. В марте следующего года компания приступила к строительству. Уже в конце июля на участке стоял новый дом площадью в 56 квадратных метров. Если бы Петр Семенович задумался взять ипотеку летом 2024 года, то шансов на одобрение ипотеки у него было бы меньше. Нет, наверное, потому что раньше мы кредиты тоже брали, там, приобретение машины и так далее. По 17%, по 14%, это очень большие ставки. Ставка, если повысится, я думаю, если дальневосточно уберут, то строиться будут уже меньше. По официальным данным, в 2023 году сфера ипотечного кредитования поставила рекорд по количеству одобренных заявлений. Банки выдали кредитов на сумму почти в 8 триллионов рублей. Свыше 50% из всех заявлений – это кредитование по льготным программам. Но уже часть популярных программ с 1 июля 2024 года перестанет действовать. В июне этого года заканчиваются такие программы, как семейная ипотека, которая сейчас возможна для людей, у которых есть двое детей до 18 лет, по ставке 3,6%, и 5% можно взять на основные новостройки и также на строительство жилого дома через подрядные организации. Также сейчас заканчивается господдержка 2020, это 8% для всех тех, у кого нет детей, у кого нет семьи, брака нету и так далее. Одну из самых востребованных программ льготной ипотеки, а именно дальневосточную, также ждет ряд изменений. Дальневосточная ипотека будет расти с каждым годом на 1%, то есть в следующем году она будет 3, 4, и к 30 году она будет уже 8%. В селе остается сельская ипотека, там можно приобретать недвижимость под 3% любым категориям граждан. Согласно поручению президента России Владимира Путина, программа семейной ипотеки должна быть продлена до 2030 года. Но при этом условия для заемщиков будут изменены. Так, одним из пунктов выступает наличие у семьи двое и более детей до 18 лет. Государство сдерживает экономические процессы, происходящие в настоящее время. Но повышение ставок по ипотеке является вынужденной мерой. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск. В Якутске начали капитальный ремонт фасадов первых небоскребов. В этом году были осмотрены многоквартирные дома по улице Ярославского, 9, 11 и 13. Сейчас там проводят косметический ремонт фасада, оконных проемов и крыльца. Подробности о ремонте знает Дарья Короленкова. 3 дома по улице Ярославского стали первыми 9-этажками в городе, построенными на вечной мерзлоте, которые были оборудованы лифтами и мусоропроводами. Уникальностью таких домов стала облицовка керамическим светлым кирпичом. Именно это стало поводом не менять внешний вид дома. Материал стен был изначально
построен из так называемого силикатного кирпича. Это очень атмосфероустойчивый и крепкий материал. И поэтому собственники жилья решили, значит, сохранить внешний облик этих зданий. Ход выполнения и результат ремонта строго контролируется региональным оператором. Сейчас работы только начались, но уже 10 июня дома должны сдать в срок. У нас остаются работы только по отделке цоколя вот этого. Грунтовка, штукатурка, покраска. И меняем балконы. То есть старые ограждения снимаем, новые ограждения ставим, и балконные витражи будут шоколадного цвета. В предыдущие годы в доме по адресу Рославского номер 9 проводили капитальный ремонт инженерных систем. Заменили лампочки, провода и даже трубы. Жильцы дома номер 13 улицы Ярославского напротив же решили изменить внешний вид здания. По словам подрядчиков, дом был построен из глиняного кирпича, поэтому коллективным решением жильцов стало поменять цвет строительного материала. Ну, у нас полностью покраска будет. Сейчас подготовительная работа, грунтовка идет и по согласованному свету архитектуры. Вот бежевый цвет будет, светло-бежевый цвет. По согласованию жильцов мы выбрали один цвет, и по этому цвету мы согласовали с архитектурой Якутска, и сегодняшнего дня будем красить. Также ремонтные работы будут проводиться в домах по адресу Черяева, Петра Алексеева, Дзержинского и Хабарова. Там будут проводиться ремонт фасадов в рамках международных игр «Дети Азии». В рамках региональной программы комплексный ремонт в этом году проведут в более чем 300 многоквартирных домах. В некоторых из них работы уже начались. Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. В Ленске прошел воркшоп по благоустройству второго этапа городского парка. В этом году проект благоустройства парка Аюр участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Напомню, на голосование было выдвинуто 2 проекта. Это благоустройство улицы Аюнского и парка. Второй набрал более 3000 голосов. Горожане видят территорию по-разному, но всех объединяет желание создать красивое пространство, комфортное для детей. Если проект победит в конкурсе, то в следующем году уже начнется его реализация. Мы сегодня проводим обсуждение, ярмарку идей для того, чтобы направить все озвученные предложения нашим проектировщикам, чтобы они обязательно учли их, и с их помощью мы составим конкурсную заявку. Для нас учет мнения населения на самом деле очень важно, потому что первыми потребителями этого благоустройства все равно являются вничане. То, что они желают, обязательно должно быть учтено. То есть мы в первую очередь делаем для себя же. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. С января по апрель этого года оформлено более 5000 патентов иностранными гражданами. Имеют право получить патент граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. Ну а граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении имеют право работать по трудовым договорам. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Чем же занимаются мигранты в Якутии? Они занимают прочные позиции в разных сферах, в том числе в сфере строительства, общественного питания и торговли. На прилавках в весенне-летний период появляется все больше фруктов и овощей, привезенных из-за границы. Здравствуйте. Здравствуйте. Разнообразие фруктов и овощей из разных стран мира – Узбекистана, Китая, Египта и Африки. Мухаммад Резу родом из Кыргызстана, однако вот уже 13 лет он гражданин Российской Федерации. Ну, холодно, ну, можно терпеть. Ну, люди здесь, народ вот нормальный, хороший. У меня отец, гражданин России был, поэтому я тоже получил
гражданство. Чтобы получить трудовой патент, все иностранные граждане обязаны пройти тест на знание русского языка. Экзамены для мигрантов теперь проходят по-новому. Из цепочки исключены коммерческие партнеры и центры. Вместо них принимает экзамен только федеральный вуз. Посмотрите, задание номер 5. Иностранные граждане пришли в СВФУ на экзамен для получения патента и заметно нервничают. По стандарту проверяют знания русского языка, истории и законодательства Российской Федерации. Правильно нужно ответить на 15 вопросов из 30. Перед началом экзамена мы тоже решили проверить их знания. Кто такой Петр I? Петр I. Сколько же букв в русском алфавите? По-моему, 37 или 28 было. 28, наверное. Сколько субъектов Российской Федерации? Субъект. Во время экзамена присутствует представитель МВД. Экзаменуемые сдают смартфоны, а также процесс фиксируется на камеру видеонаблюдения. После бланки отправляются на проверку в специальные центры. Варианты теста меняются ежемесячно. По сравнению с 2015 годом задания намного упростили. Раньше было побольше вопросов отдельно по русскому языку, отдельно по истории, отдельно по законодательству Российской Федерации. Сейчас все объединили в одно задание и убрали устную часть. В день экзамена присутствовали 30 желающих, но вот кто из них действительно сдал, нам неизвестно. Тем не менее, из аудитории некоторые выходят с большим облегчением. Все хорошо. Сдали. Например, какие вопросы там были? Ну, вопросов много, 20 там. Ну, сдали все. Точка. Вот прямо на все вопросы ответили? Да. Средственно был на патент уже получить, поэтому экзамен. Не сложно, нормально. Все нормально. Вот уже стараемся, чтобы документ и патентом. Без патента как будет работать? По правилам, иностранный гражданин должен сдать экзамен в течение 90 дней пребывания в России. И только после сдачи он может получить трудовой патент или вид на жительство. В случае несдачи экзамена мигрант должен покинуть страну. Могут быть такие недобросовестные у нас иностранные граждане, которые не получили патент и осуществляют трудовую деятельность. То это уже у нас незаконно. Они будут оштрафованы, и, соответственно, работодатель тоже. Любой иностранный гражданин обязан соблюдать не только закон страны, где он пребывает, но и должен сохранить добрые взаимоотношения между людьми, уважать права и культуру народа. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Пройти тест на профпригодность теперь необходимо и начинающим предпринимателям, которые заключают соцконтракт на открытие своего дела. Дополнительные условия введены и для граждан, претендующих на господдержку на развитие подсобных хозяйств. О новых возможностях соцконтракта расскажут наши алданские коллеги. Оказание социально значимых услуг, производство, развитие сельского хозяйства. Для того, чтобы начать собственное дело, стартовый капитал необходим. И заключение социального контракта с органами соцзащиты остается востребованной мерой государственной поддержки. На нее претендуют граждане, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет ниже прожиточного минимума. И здесь, конечно, они могут, обращаясь к нам, подать заявление на получение помощи до 500 тысяч рублей. Как будет развиваться то или иное дело, в большинстве случаев спрогнозировать невозможно. Безусловно, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужна так называемая предпринимательская жилка. И, конечно, необходимы специальные знания. Граждане, заключающие соцконтракт, могут эти знания приобрести, а также проверить собственные способности. Перед заключением социального контракта, например, на ИП, гражданину необходимо пройти обучение. У нас здесь пройти обучение, именно как бы сдать тестирование на профпригодность, то есть на понимание
чем ты будешь заниматься, каким образом, то есть основополагающие моменты именно индивидуального предпринимательства. Если человек с первого раза не проходит данное тестирование, мы его направляем на обучение, на дополнительное обучение, которое проходит на базе центра «Мой бизнес». У проживающих в сельской местности граждан спросом пользуется заключение социальных контрактов на развитие подсобного хозяйства. Для начинающих фермеров предусматриваются определенные условия, касающиеся категории земли. Земля, то есть, которая у них в собственности находится, она должна быть сельхозназначения. Это сейчас обязательное требование. То есть у тебя должен быть не просто какой-то участок, да, там дом построенный и так далее. То есть это именно должны быть земли сельхозназначения. Напомним, по социальному контракту начинающий предприниматель может получить до 500 000 рублей. Максимальная сумма для фермера составляет 200 000 рублей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Во дворах и скверах столицы республики продолжаются субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий. Горожане и муниципальные работники выходят, чтобы совместно убрать скопившийся за осень и зиму мусор. К акции присоединился и Тимур Колмогоров. С наступлением последнего месяца весны и оттаянием оставшегося снега по всей столице Якутии происходят очистные работы скверов и дворов, или же по-простому субботники. Большинство граждан столицы выходят убирать оставшийся мусор. В основном это опавшие листья и ветки, но чаще всего это недобросовестно брошенный мусор. Чистый и опрятный двор – главная цель всех субботников. Вооружившись граблями, метлами и кулями, простые граждане столицы уверенно облагораживают территорию собственного дома. Без внимания не остаются ближайшие парки, скверы и детские площадки, где в летнее время отдыхает большинство людей. Если, допустим, брать ту сторону дома, которая не выходит, где вот нету крыльца, да, то очень захламленная она за зимний период. У нас граждане, кто-то не соблюдает санитарные меры, да, курят, выкидывают окурки в окно с балкона, кто-то не может выйти на улицу, просто кидает пакеты. Вот поэтому призываем граждан соблюдать чистоту и порядок. Большинство субботников проходят в рамках постановления окружной администрации Якутска о весенней санитарной чистке. Руководители округов предоставляют для жителей домов, участвующих в уборке, необходимые инструменты. Там, где нужно, проходят профилактические работы по устранению сухих деревьев и свай старых деревянных домов, которые ломают плиточную кладку, создавая своеобразные холмики. В плане того, что большие деревья мы стараемся пилить, уже заходя с весны, с ранней весны, потому что, во-первых, мало граждан ходит, чтобы спилить это безопасно, и чтобы оно не представляло никому опасности. Субботники проходят на еженедельной основе каждую пятницу, и к ним может присоединиться любой желающий. С усилием каждого дворы домов и общественные площадки столицы станут чистыми и опрятными. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. В Мирнинском районе школьникам организуют увлекательный и разнообразный летний отдых. Планируемый охват летней кампании более 3000 школьников. Они смогут выбрать одну из 18 площадок, которые созданы при образовательных учреждениях, также 9 лагерей труда и отдыха. Летняя программа разноплановая, она включает в себя как профильные лагеря, так и основывающиеся на дневном отдыхе детей. Оздоровительная кампания начнется уже с 5 июня. Планирует выезд детей в Сочи с предоставлением бесплатных путевок. Министерством образования и науки также выделены 33 путевки бесплатные в Краснодарский край, в летние оздоровительные учреждения. И для детей-участников специальной военной операции 40 путевок также выделено Министерством образования для отдыха в Краснодарском крае. Управлением образования приобретаются путевки по заявкам родителей для детей-участников СВО в нашем лагере «Орленок». В Якутске также стартовала приемная кампания в летние лагеря. На данный момент известен список учреждений. Также идет завершающий этап строительства и ремонта. Ну а детей встретят в совершенно новых и обновленных лагерях. Подробности знает Аманотов.
Летняя пора каникул. Родители думают, как весело и полезно организовать летние каникулы для своих детей. Тут на помощь приходят детские лагеря. Теперь с 15 мая родители смогут записать своих детей в лагеря на период летних каникул. В этом году в республике будут функционировать 555 лагерей, где отдохнут более 54 тысяч детей. Из них 433 лагеря дневного пребывания, 45 лагерей труда и отдыха, 47 загородных стационарных и 30 лагерей палаточного типа. Всего в период летней кампании в Якутске откроются 65 детских лагерей. Только сегодня мы принимаем такие лагеря, как «Энергетик» и «Кескиль». Это республиканские лагеря. На лагерь «Энергетик» и «Кескиль» всего предоставлено по 25 квот примерно, в 6 сменах разных, которые в разные даты у нас начинаются. Детям участников СВО предоставляется бесплатная путевка в санаторно-оздоровительный лагерь внутри республики и за ее пределы. В том числе бесплатный проезд до детского лагеря. За такой услугой родитель может обратиться в управление образования по месту жительства. Детям участников СВО у нас в этом году выделено около 1000 квот за пределы республики в Краснодарский край. Дети выйдут на 6 смен. В пределах республики у нас 705 квот выделено в республиканские лагеря. Это Сосновый Бор, Энергетик, Кескиль, Чебдик, Дружба и Сирустара. В планах на текущий год строительство 2 школьных кванториумов, открытие классов по обучению управления беспилотных летательных аппаратов, а также ремонт летних оздоровительных лагерей. К примеру, для полного ремонта летнего лагеря «Радуга» было выделено 15 миллионов рублей. Подрядчики приступили к завершающему этапу ремонта, и в середине следующего месяца дети смогут отдохнуть в обновленном лагере. Проводится работа по ремонту большая по столовой, будет замена окон, ремонт покраска, кафелирование у входа крыльца, замена дверей. И 6 корпусов, они должны тоже подлежать ремонту. Там все окна должны заменить, двери, полы, покраска. И, конечно, здание под душевой, она у нас старая, сейчас она тоже должна подлежать большому ремонту. Записать ребенка в лагерь можно 2 способами. Через электронный портал госуслуг в разделе «Семья» выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время». А также родитель может лично посетить организацию отдыха и оздоровления детей в дни приема граждан. Аманотов, Екатерина Мособа, Стас Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Нерюнгринском районе завершился 2-й этап 12-й летней спартакиады школьников России по художественной гимнастике. Столица Южной Якутии приняла 66 спортсменок из 8 регионов Дальнего Востока, и в течение 4 дней прошла большая программа соревнований. Подробности в следующем материале. На этой неделе нерюнгринцы имели возможность насладиться одним из самых красивых видов спорта – художественная гимнастика. Красота, изящество и гармония, за которыми стоит большой труд и выносливость спортсменок. Соревнования прошли на очень высоком уровне. В общекомандном первенстве наша республика заняла 4-е место. По итогам 2 дней в групповых упражнениях они прошли с утра, и наши девочки стали абсолютными победителями в этой категории. В индивидуальном зачете 3 призовых места забрали Сахалин, Приморье и Бурятия. Также были выделены лидеры сборных среди личниц, которые тоже представят Дальневосточный федеральный округ на 3-м этапе спартакиады. Лидером сборной Якутии стала Сивцева Алина. В индивидуальном многоборье команду Дальневосточного округа представят Яблочникова Кира, Сердюкова Таисия, Гусева Анастасия, Сивцева Алина, Яскина Виктория.
Спартакиада – это основной смотр готовности сборных команд перед международными спортивными играми «Дети Азии». Сборная Якутии проделывает большую работу и продолжает идти вперед, не останавливаясь. Мы усердно готовимся. В учебно-тренировочном центре в Новогорске под руководством Виолетты Семеновны Никифоровой и Ксении Павловны Дудкиной. Мне больше нравится выступление. Получаются такие необычные эмоции. На тренировочный процесс тоже нравится, там такая своя обстановка. Вот. И, в принципе, я люблю гимнастику за красоту. Победители заработали путевки и будут защищать честь своих регионов на общероссийском третьем этапе 12-летней спартакиады школьников России, который пройдет в Пензенской области в июне. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Успех перед домашним стартом. Игроки сборной республики по футзалу, которые представят Якутию на грядущих играх «Дети Азии», одержали победу на международном турнире. Соревнования прошли в Кыргызстане. Якутяне приняли участие в этом старте в рамках заключительного этапа подготовки к предстоящим домашним играм. В финальном матче турнира они со счетом 4-1 обыграли команду Кыргызстана. Напомню, на прошлых летних играх «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке в 2022 году, футболисты нашего региона завоевали серебряные медали. Путешествие в арктическую вселенную – таков основной мотив церемонии открытия игр «Дети Азии». Зрители увидят вокальные и хореографические номера, а также выступления известных артистов уже 26 июня на стадионе Туймада. Сам спортивный объект уже почти год находится на ремонте, а все работы там вышли на финальную стадию. Что изменилось в облике 12-тысячного стадиона, узнавала наша съемочная группа. Стадион приветствует команду Республики Казахстан. Republic of Kazakhstan. Стройными рядами делегации спортсменов первых игр «Дети Азии» в 1996 году шагают по новому стадиону Туймада. Объект сдали всего за год до начала спортивных состязаний. Тогда было ясно, для проведения мероприятий подобного масштаба нужны площадки нового поколения, коих в Якутске не хватало. А это уже наши дни. Спустя 28 лет те самые первые участники спортивных игр стали звездами большого спорта России и мира. А стадион, который послужил им точкой старта и видевший еще немало спортивных побед, ушел на ремонт. К новым, уже 8-м по счету играм на объекте кипит работа. Обновили старые, желтые, неудобные сиденья на трибунах. Полностью заменили входную группу. Изменят и легкоатлетический трек. Безусловно, главный герой нового стадиона, самое его сердце – это обновленное покрытие на футбольном поле. Мощный грунтовый слой и 7-сантиметровое покрытие – все по стандартам УЕФА. Теперь играть можно хоть в футбол, хоть в хоккей на траве, хоть в регби. Не забыли и про удобство и безопасность гостей и участников соревнований. Самые яркие моменты спортивных и культурных событий подсветят 4 стадионных осветительных мачты. А все здание по периметру оснастили камерами видеонаблюдения. С руководства республики, с правительства выделены достаточно средств, которые мы просили для обеспечения безопасности. Здесь полностью мы заменили систему видеонаблюдения. 136 камер сейчас поставили, и из них 18 камер это с распознаванием лиц. На сегодняшний день идет пусконаладочные работы. Еще один полномасштабный ремонт развернулся рядом со стадионом на Комсомольской площади. Объект важный не только для города, но и для проведения игр. Здесь будут проводиться все неспортивные события программы, награждения, концерты и выставки. Здесь будет у нас проходить культурные мероприятия, будет большая сцена, на которой будут проходить концерты звезд. Здесь будет у нас площадка для награждения, и также будут спортивные объекты, которые подразумевают размещение уличное. Да? Кроме того, здесь у нас будут точки общепита, торговля сувенирной продукцией и развлечения для гостей этих крупнейших соревнований, которые мы все ждем. Организаторы заверяют, к началу игр все ремонтные работы будут завершены, ведь на одном только стадионе ежедневно трудятся 140 человек. И уже в июне он, как и 28 лет назад, снова встретит спортсменов и зрителей, чтобы подарить им праздник спорта и дружбы – игры «Дети Азии». Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск.
Афанасий Уаров – учитель физкультуры специальной коррекционной школы Ленска, тренер по масс-рестлингу. Он готовит ребят с инвалидностью к участию в соревнованиях, воспитывает любовь к различным видам спорта и учит дружить. В копилке его побед призовые места в республиканских соревнованиях, десятки почетных грамот за развитие физической культуры и национальных видов спорта. С прославленным спортсменом встретились наши коллеги. Урок физической культуры в коррекционной школе проходит не по обычному сценарию. Ведь работать педагогу приходится с непростыми учениками, которым нужен особый подход. Знает его Афанасий Уаров. Его дети понимают с полуслова. На занятия бегут с удовольствием, ведь каждый раз они знают и ждет что-то новое. Большое внимание Афанасий Александрович уделяет национальным видам спорта. Приобщает к ним и своих воспитанников. У нас еще есть неурочка, у нас еще не урочка, это, как говорится, у нас клуб «Мадун» есть. Вот я когда приехал, вот клуб «Мадун» работает, короче, все национальные виды спорта. Масс-рестлинг, самые доступные, настольные игры, хабл-хамска, якутские прыжки, ну, это элемент даем, как прыгун, северное многоборье, прыжки через нарту. Надо сказать, что детям нравится. Они с интересом осваивают якутские виды спорта. У некоторых получается выполнить даже самые сложные элементы. Например, якутскую вертушку. Уроки физической культуры в коррекционной школе Афанасий Уаров ведет уже 10 лет. С его приходом все изменилось, отмечает директор учреждения. Дети подтянулись, обрели уверенность в себе, начали участвовать в соревнованиях, заинтересовались якутскими видами спорта, некоторые и масс-рестлингом. И уже через год стали показывать хорошие результаты. Сначала были городские соревнования, после районные, а затем и республиканские, откуда ребята постоянно привозят первые места. Мы стали выезжать в Артанахар на фестиваль «Игры предков». Дети стали занимать призовые места. Афанасий Александрович на этом не остановился. Так как он по совместительству работает тренером в спорткомплексе «Олимп», он стал привлекать наших детей. Особенно стал привлекать детей, которые состоят на различных видах учета. Стал заниматься с ними масс-рестлингом, и в результате мы выезжаем уже на региональные виды спорта. С 2016 года Афанасий Уаров ведет секцию по масс-рестлингу. Сегодня ее посещает более 20 человек различных возрастов. Много ребят и учеников коррекционной школы. Среди них и Владимир Казаринов. В своем юном возрасте парень уже стал чемпионом республики. Меня позвали, я начал заниматься этим спортом. Мне он понравился. Вот прям сильно очень понравилось. Я все время равнялся на Иннокентия Иннокентьевича Федорова. Но больше всего сейчас масс-рестлинг, вот, якутская вертушка, якутские прыжки, борьба хапсагай. Своих воспитанников тренер поддерживает во всех начинаниях. Благодаря его настрою ребята показывают всегда высокие результаты. Афанасий Александрович Уаров – уроженец Сунтарского района, село Тойдах. После окончания школы переехал в Мирный, где поступил в институт и получил специальность техника-механика. Работать по этому направлению не захотел. Поступил в институт физической культуры, стал учителем физкультуры. После и тренером по масс-рестлингу. Этим видом спорта, как и якутскими прыжками, он занимается с детства. В копилке героя нашего сюжета огромное количество почетных грамот за развитие физической культуры в районе и национальных видов спорта. Тренер воспитал несколько чемпионов, среди которых даже чемпион мира по масс-рестлингу. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.